Осенью 2018-го Хакасия удивила всю страну. На протестной волне главой республики был избран молодой кандидат Валентин Коновалов. За историю Хакасии это уже 4-я глава. О тех, кто руководил регионом последние 3 десятка лет, и об уникальном генетическом коде республики, отраженном в гербе, флаге и гимне, расскажем. Это Хакасия Лайф. История. В 2022-м Республике Хакасия исполнился 31 год. За 30 лет регион сформировал основы самостоятельной государственной власти и укрепил традиции тысячелетней истории. О республике узнали и в России, и в мире. Нам есть чем гордиться. Уникальные исторические и природные памятники, мощнейшие промышленные предприятия и огромные запасы полезных ископаемых. При этом Хакасия несет в себе особую мультикультурность. Десятки народов, живущих в республике, руководствуются принципами межнационального согласия. Это отличительная черта Хакасии. Став самостоятельной, республика видела себя исключительно в рамках единого российского государства. Эти принципы закладывались в основу создания нового субъекта федерации. В начале 90-х у истоков образования республики стояли деятели культуры, науки и искусства. Во главе этого сложного процесса были Владимир Штыгашев и Владислав Торосов. Штыгашев начинал карьеру во времена Хрущева и Брежнева, прошел путь от секретаря райкома до руководителя облисполкома. Был заместителем председателя Верховного Совета России. Мог остаться в большой политике, но предпочел малую родину. Он руководил Хакасией в тот самый исторический момент, когда республика формировалась как самостоятельный регион. Последние четверть века Штыгашев держит руку на пульсе, возглавляя законодательную власть. Политическое долгожительство Штыгашева своего рода прецедент. Но тем интереснее его мнение о том, как и чем жила республика последние 30 лет. Мне все завидуют. Вот сволочь, если на пенсию-то он пойдет, ему уже доплату, такую будут платить доплату. Представляете, мне 83-й год, когда я могу долго получать эту пенсию? Я еще ее не получал. Как только кто позавидует, сразу умрет. И перестали зубоскалить на эту пенсию. Я говорю, как только мне завидуют, я говорю, Господом Богом охраняем. Нам не удалось сохранить вот некоторые отрасли промышленности. Это прежде всего легкую промышленность в Хакасии. Что такое легкая промышленность в Хакасии, где было занято 25-30 тысяч рабочих, инженеров и техников? Мы получали за счет легкой промышленности, чтобы, если ты понимаешь, в финансовых делах, 80 с лишним процентов бюджета, доходной части. Я тебя посажу в Лефортово. Я сразу обрадовался, говорю, Борис Николаевич, искренне был, премного вам благодарен. Я никогда в жизни не отдыхал, серьезно. Пару лет на нарах бы я просидел, написал пару книжек, одну про вас. Он охраннику говорит, он и тут поперечный, меня, говорит, уел. Я говорю, да не уел, я просто сказал. Я не уедал. Но вот такие были отношения, чтобы вы не думаете, что там все было хорошо. Лешку мне жалко до сих пор, но у него беда-бада вот это. Я даже нанял в правительство человека, который бы за ним следил. Если что, связывал и потом докладывал мне. А потом в глаз мог дать. А брат у него был губернатором Красноярского края. Вот Саша мне говорит, ты бей его в глаз сразу. Зимин с моей подачи ведь поступил в техникум. Я же в Аскизском районе был первым секретарем райкома КПСС. Это в 80-е годы. Вот пришла, а его родная тетка работала там же, Мария Михайловна Зимина. А отец Витин работал чебаном в совхозе. Вот тетка пришла и попросила, отправь его в сельхозтехникум. Приняли. Блестяще закончил Виктор Михайлович этот техникум строительный. Ну, просто блестяще. И там я видел у него этот диплом, вкладыш там этот. Ну, там несколько четверок и пятерки. Все отлично. Если мы еще раз все допустим, когда русский народ будет опущен ниже плинтуса, то остальным малочисленным народам России, а у нас 100 наций, в самой России живет, место в истории, в пыли истории, под сапогами истории не найдется нам места. Поэтому мы всеми силами, всей мощью должны охранять, защищать русский народ. Поэтому мы больше националисты, чем сами русские. Но я единственное здесь занимался, чтобы не разворовали Хакасию. В прямом и переносном смысле.
Я вел борьбу с главами всех республик, которые были Лебедь, Зимин Виктор Михайлович. Вот сейчас кто этот, как его, ну вот, Валентин. А если бы я здесь не был, здесь бы уже пустыня Гоби была. За 30 лет республика пережила яркие и скорбные, интересные и знаковые моменты. Все они олицетворяются с теми, кто в то время руководил Хакасией. Итак, губернаторы республики. 1992-97 Евгений Смирнов, первый руководитель правительства самостоятельного региона. Смирнов был председателем Совета министров Хакасии во времена жесточайшего социального и экономического кризиса. Главным тогда было удержаться на плаву. На первом заседании правительства определили не так уж громко задачу, но ее можно свести так. Решить проблемы выживания народного хозяйства Республики Хакасия. На больше мы не замахивались. Мы удержали ситуацию, понимаете, со всех сторон. С политической, с экономической. 1997-2009. Алексей Лебедь, настоящий полковник. Начинал свой губернаторский путь лихие 90-е, закончил политическую карьеру в спокойные нулевые. Десантировавшись в большую политику из армии, Лебедь-младший запомнился своей неподражаемой манерой общения, любовью к стихам, умением находить компромиссы и решать самые сложные вопросы. Алексей Иванович родом из Новочеркасска. По жизни его вел свободолюбивый, озорной казачий дух. Это я, призывающий к правде и бунту, не желающий больше служить. Рву ваши черные путы, сотканные из лжи. Это я, законом закованный, кричу человеческий манифест. И пусть мне ворон выклевывает на мраморе тело крест. Вот такие вот, неплохие стишки написал поэт Юрий Голландсков. Все претензии к нему. 2009-2018 Виктор Зимин, глава Хакасии, которому было не все равно. Родом из маленького Ала Виктор Зимин навсегда остался деревенским парнем. Человеком, помнящим свои корни. Он всем сердцем болел за Хакасию, за свою малую родину, за те места, откуда и начинается Россия. Зимин стал инициатором создания программы развития малых сел. Благодаря ей далекие забытые деревни будто родились заново. А еще строительство музея, перинатального центра, развития аэропорта. Десятые в Хакасию вдохнули новую жизнь. Планов было много, но так вышло, что в 2018-м Виктор Зимин спел свою последнюю песню. Осенью 2018-го в ходу была уже другая музыка. Сердца жителей Хакасии требовали перемен. Есть короеды, группа людей, это как бы, шакалы ходят на выборах на всяких. Шакалах, это в Приморье шакалы, в Хабаровске шакалы, в Хакасии в это время. Группа специалистов, так называемых, которые знают, как надо проводить выборы и как победить. То есть собирают деньги с кандидатов, и мы всех. И все кандидаты, я-то знаю, проваливаются. В общем, собрали эти деньги все и смылись отсюда. Но они делали все, чтобы не избрали Зимина. И они еще получили у тех, кто заказал Зимина. В 2018-м на протестной волне главой Хакасии стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. С 4-й попытки, имея в соперниках лишь одного кандидата против всех. В нынешнем 2022 году также исполняется 315 лет добровольному вхождению Хакасии в состав России. Вместе со всей страной мы шли к успехам и переживали потрясения. К
Став самостоятельным регионом, Хакасия с особым воодушевлением рассказывала о себе, стране и миру. Чтобы отразить свою самоидентичность, республике потребовалась государственная символика – флаг, герб и гимн. Вы знаете печальную нашу постоянную тему, связанную, кто такая Хакасия, это Абхазия, и нас опять отправляют куда-то на Северный Кавказ. То есть вот это не на пустом месте все возникало, чтобы как раз когда речь идет о Хакасии, мы прекрасно понимали, о какой территории идет речь. Я бы очень хотела, чтобы каждый в Российской Федерации знал, что такое Хакасия. В государственных символах республики, гимне, гербе и флаге отражена тысячелетняя история Хакасии. Это своеобразный генетический код нашей республики. Он делает ее узнаваемой в многообразии всех регионов России. Герб Хакасии как маленькое солнце, в центре которого, раскинув лапы, летит дикая кошка. Это снежный барс, гордость региона. Над головой ирбиса солярный знак, символизирующий уходящую вглубь веков историю. За 30 лет герб менялся несколько раз. Были предложения изобразить на нем летящего оленя и даже утку. Но их место по-хозяйски занял снежный барс. Первое время его изображали в виде свернувшегося клубком эмбриона. Затем ирбиса рисовали в профиль с поднятой вверх лапой на фоне красного щита. Но так как Геологическая комиссия России усмотрела в этом схожесть с символикой Татарстана, барса повернули. Убрали с герба и слова «Хакасия». Сегодня его украшает орнамент. Флаг Хакасии первоначально хотели сделать зелено-красным. Но чтобы отразить единство с Россией, слева опустили зеленую полосу – символ сибирской вечно зеленой тайги. А справа разместился российский триколор. Таким флаг был 10 лет. В начале 2000-х его пришлось менять, потому что использование российского триколора в качестве основы госсимволов регионов запретили. Цвета флага хотели заменить на золотисто-голубой и темно-красный, но идея не нашла поддержки. В итоге полосы поменяли местами. Белая теперь располагается в центре. В душе я тоже за то, чтобы, конечно, флаг оставить. Поскольку 10 лет с ним прожили и, скажем, серьезных таких вот оснований нет для его замены. Но поскольку это противоречит законодательству Российской Федерации, мы законодательный орган, мы должны быть все-таки послушным. В привычном нам виде флаг Хакасии появился 20 лет назад, в 2003 году. Герб утвердили в 2006. А вот главная песня республики – «Ребенок долгожданный, но поздний». Герб создавали почти четверть века. Его исполняют с 2015 года. Все в том же темпе. Композицию в темпе гимна Хакасии заслуженный деятель культуры сочинил еще 30 лет назад. Герман Тамбаев написал ее для фестиваля «От Иры» – «Песнь огня». И музыка Тамбаева действительно зажгла. За продолжительную историю утверждения гимна вопросов к музыке было меньше всего. А вот текст обсуждали много и долго. Был лирический вариант Валерия Майнашева. В историю, однако, войдет гимн на слова Владислава Торосова. Музыка Германа Тамбаева. Всегда чувствую ощущение Хакасии, ощущение родной земли, ощущение гордости за ту землю, за историю. Все, что наполняет нашу Хакасию, мне всегда это приносит такое воодушевление. С гимном Хакасия явно попала в десяточку. В нем искусно сочетается специфика республики и ярко отражена любовь к родной земле. Хакасия, тобой восхищаюсь, глядя на горы, тайгу и поля. Воздухом Родины я наслаждаюсь, силу дает мне родная земля. Когда приезжаешь в Хакасию, она вот как мама. Алтай, он как папа с тебя что-то спрашивает, как отец такой суровый. А Хакасия, она как мама. Она открывает долины, и ты как на ладошке у Бога. Создание республики Хакасия – закономерный результат долгого исторического пути. К этому древняя земля шла сотни лет. Но шанс выдался только в 1991. За 30 лет самостоятельности Хакасия сохранила и приумножила свою самобытность, став яркой точкой на многонациональной карте России. Сегодня республика – это 500 000 человек, гармонично дополняющих 150-миллионную большую страну. А на сегодня это все. В новом телевизионном сезоне проект «Хакасия Лайф. Лица» будем рассказывать о тех, кто жил, живет и будет жить в Хакасии. Все еще только начинается. Когда я в лане цвету, всем девчонкам нравится, чёрные цветы дарили красивым и не красавицам. Когда
яблони цветут, всем девчонкам хочется, чё вы им цветы даете?